На календаре 7 февраля, день недели, пятница, и вы вновь смотрите «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24 и НВК Сахай. Вместе с вами мы сегодня встречаем последний рабочий день этой недели и надеемся, что наша программа настроит вас на продуктивный день, во время которого вы сможете все, что за неделю не успели, но хотели успеть, обязательно сделать и, как говорится, с чистой совестью в выходные вступить. Конечно же, по большей части все зависит от вас, но мы постараемся вам в этом всем помочь. Поэтому в ближайший час, почти что час, оставайтесь с нами и не пожалеете. День у вас обязательно тогда получится. Но по традиции мы, конечно же, начнем с информации о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха минус 44, минус 34 градуса. В заречной группе минус 45, минус 30. В южных районах минус 32, минус 26. В Вилюйской группе минус 41, минус 33. В Нижнеленских 38, 34 со знаком минус. В западных районах минус 43, минус 33, в Колымы-Индигирской группе Улусов 53-39 градусов мороза, в Янских 49-29 со знаком минус, на северо-западе минус 25, минус 14. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 39 градусов, атмосферное давление 778 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем в столице республики ожидается переменная облачность, температура воздуха днем прогнозируется на уровне 30-32 градусов со знаком минус. Что ж, одевайтесь теплее, ведь, несмотря на подарки погоды в январе, морозы все-таки пришли брать свое. Не ровен час можно и заболеть. Кстати, уже через несколько минут мы поговорим про метапневмовирус, который начинает гулять по планете. Но это через несколько минут. А сейчас прервемся на блок новостей, после которого вернемся. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Правительство Якутии и Федеральное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» договорились о расширении сотрудничества в реализации стратегических проектов в регионе. Первый заместитель председателя правительства Якутии Джулустан Борисов особое внимание уделил мастер-планам 16 опорных пунктов арктической зоны России. В рамках сотрудничества планируется разработка новой методики оценки эффективности реализации мастер-планов. Восток Госплан также окажет помощь в подготовке к защите мастер-плана Тикси-Найба. Сотрудничество призвано эффективно реализовать масштабные промышленные, логистические и энергетические проекты в Якутии. Климатические условия, которые там совсем экстремальные, очень сильно влияют на градостроительные решения. И недаром мы, в том числе для администрации президента, подготовили специальный видеоролик, который демонстрирует такой новый подход к архитектуре, строительству с переходами, с соединениями общественных, жилых зданий, единой системой таких теплых коммуникационных хабов, которые позволяют людям жить гораздо более в качественных условиях. И во многом эти решения, они как раз на Тикси должны быть отработаны потом для дальнейшего распространения по всем арктическим городам на Севморпути. В соответствии с прогнозной инфляцией по итогам прошлого года страховые пенсии россиян в январе этого года увеличены на 7,3%. По решению президента с февраля пенсионеров ждет дополнительная индексация до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%. Социальный фонд России направит пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты уже в феврале. Все выплаты будут начислены автоматически. Обращаться в социальный фонд для этого не нужно. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации с 1 января 2025 года проведена индексация страховых пенсий на 7,3%. Однако, с учетом фактических показателей уровня инфляции, в феврале проведена доиндексация пенсий на 2,2%. Таким образом, общий коэффициент индексации страховых пенсий составил 9,5%. Обращаем внимание, что доплату пенсий за январь с учетом доиндексации на 2,2% пенсионеры получат с пенсии в феврале.
По случаю Дня российской науки музейный комплекс «Россия. Моя история» приглашает всех желающих на обновленные тематические экскурсии по постоянной экспозиции, посвященной династии Романовых. Экскурсии сфокусированы на изучении научно-технического прогресса и системы образования в Российской империи, предлагая посетителям познакомиться с новыми, ранее неизвестными фактами. В рамках экскурсии будет подробно рассказано о таких важных исторических событиях, как смутное время, роль Лжедмитриев и ход Октябрьской революции, помогая лучше понять исторический контекст и его влияние на современность. Периодически, так или иначе, у нас появляются тематические экскурсии, посвященные какому-то конкретному, скажем так, вопросу российской истории. Вот на этой неделе у нас вопросы науки. В скором времени у нас будут и другие экскурсии, посвященные тем или иным памятным датам. Обычно эти экскурсии не повторяются, но, скажем так, могут рассказать о той стороне истории, которая, обычно укрывается от глаз обычного человека. В средних специальных учебных заведениях Якутии проходит региональный отборочный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Студенты из Намского, Усть-Салданского, Жатайского техникумов и Якутского технологического техникума сервиса соревнуются в кулинарном искусстве. Вчера они готовили 3 рыбных блюда – салат мимоза и уху. Сегодня бургер, панкейки и тапас. И на 3-й день национальные якутские блюда – говяжий суп, оленину и кёрчих. Каждый участник готовит 9 блюд за 3 дня. Победитель конкурса представит Якутию на всероссийском этапе чемпионата. Оцениваю работу ребят, которые сегодня у нас участвуют, как они работают, чисто, грязно, оцениваю стиль нарезки, технику безопасности и прочие составляющие. Дальше мы будем оценивать уже тепловые составляющие блюда, вес и составляющие, которые были описаны непосредственно в описании блюда. Ну а в конце прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка метапневмовируса. Инфекция распространена повсеместно, ей болеют люди всех возрастных групп. Она передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, то есть при чихании и кашле через поверхность. Есть ли вообще риск по поводу распространения этого вируса в Якутии, насколько он опасен и как укрепить иммунитет, нам сегодня расскажет Татьяна Ягнышева, заведующая 2-м отделением воздушно-капельных инфекций детской инфекционной клинической больницы. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Основные симптомы метапневмовирус. Название какое-то страшное, да, составное, многосоставное. Тем не менее, стоит его прям опасаться. Ждем ли мы повторения 2020 года, скажем так? Начну с того, что метапневмовирус – это давно известный вирус. Он входит в состав группы острых респираторных вирусных инфекций. Вообще вирусы, они мутируют, у них есть такое свойство. И он смутировал из риносинцитиального вируса. Впервые его выделили в Голландии в 2001 году. А есть предположение, что он циркулирует в популяции уже более 50 лет. Метапневмовирус, он риносинцитиальный, то есть попадает в организм человека, заражается человек только от человека, то есть нет такого, что заражение происходит от животных, либо от птиц. Он попадает в носоглотку при контакте с больным, при кашле, при чихании, при контакте. Просто дышит человек, в принципе, если он заразный, да? Если он болеет, либо он в инкубационном периоде. Вирус внедряется в клеточки, либо носоглотки, либо верхних дыхательных путей, бронхов, бронхиол. Там реплицируется, вырабатывается муцин, то есть происходит воспаление клетки уже организма человека, да, и происходит местное воспаление. Если вирус попадает, допустим, в бронхи, либо в глотку, то там нарушается мукоцилиарный клирис, то есть становится вязкая слизь. Отличие этого вируса в том, что он вызывает бронхоконстрикцию, то есть сужение бронхов, и часто бывают бронхообструктивные синдромы, ларингиты, ларинготрахеиты. И у него есть такая особенность, что отличает его от других. Он блокирует
выработку синтеза гамма-интерферона человека. А это что, в свою очередь? Это защита, иммунная защита клетки, вообще организма. И тут он может чуть затяжное течение. Вот этим самым объясняется затяжное течение, ну и в редких случаях может перейти в хроническую такую форму, но она не длительная, не пожизненная, вот, ну, волнообразное течение А вот может быть при такое. этом всем, да, то есть, ну, с ваших слов, по сути, да, вот обычная острая ОРВИ, простуда, похоже очень, то есть и симптомы такие же. Ну, видимо, учитывая, что здесь сошлись такие факты, что это Китай, это конец года, все сразу вспоминают коронавирус. Чем они, вот, метапневмовирус от коронавируса отличается Ну, по течению болезни? По течению болезни это совершенно разные заболевания. Если при коронавирусной инфекции, если мы говорим о COVID-19, там вызывался мультисистемный воспалительный процесс, то здесь это местная воспалительная То есть в реакция. дыхательных путях. Да, в только. дыхательных путях. Ну, также он может поражать органы желудочно-кишечного тракта, желудок, тонкий кишечник и вызывает тем самым диарею, либо там боли в желудке, тошноту, рвоту, ну, вот такое. И Ага. А правильно ли я понимаю тогда, что вот, ну, если опять же в случае с ковидом, когда началась вся вот эта вот история, когда у человека брали анализы, прям говорили, у вас ковид, у вас не ковид, то с метапневмовирусом никто не будет говорить, что у вас метапневмовирус, или его как бы как отдельное заболевание тоже диагностируют? нет, он все-таки входит в группу ОРВИ, и нет такой клинической необходимости выделять его как отдельно. Когда человек заболевает, если он сдает анализы на респираторные вирусные инфекции, то там он выделяется методом ПЦР, если обследуется, но выделять его как отдельную единицу, ну, такой необходимости нету. Он по поводу того, что это зимой, ну, он в зимний ранний весенний период, он, да, бывает. И вообще же как тенденция такая, один год один вирус, другой год другой, то есть вирусы тоже Они там тоже подготавливаются. друг с другом, Да, по-моему, да. конкурируют. А отличается ли, грубо говоря, вот какая-то такая картина, да, течения болезни в зависимости от возрастной группы вот при метапневмовирусе? Ну, тут от возрастной группы отличается тем, что маленькие дети, они в принципе болеют немножко по-другому, чем дети более старших возрастов. Потом, как и другие вирусы, этот вирус опасен для детей младшего возраста, для недоношенных детей, для детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, для пожилых людей, ну и для людей с ослабленным иммунитетом, либо с какими-то хроническими заболеваниями. И, наверное, такой вопрос уже больше про систему здравоохранения как таковую, да, то есть если, опять же, вспоминаем, наверное, всегда будем сейчас много еще лет спустя будем вспоминать ковид, говоря про какие-то вирусы, тем не менее, ковид это был мощный вызов для системы здравоохранения, то есть она там прям вся перестраивалась на ходу, ну, врачи вообще, не знаю, это героический год для врачей был, этого подвига никто не забудет, я надеюсь, но тем не менее, вот метапневмовирус, он бросает ли какой-то вызов системе здравоохранения, если влияет ли он на нее или нет, или вообще рядовой случай? На сегодняшний день нет, это рядовой спорадический случай. Ну, возможно, если его подъем и будет, то как все будет в штатном режиме, несколько усилится. То есть из-за разряда думаю, просто всё. повышения эпидпорога, Да, как, да. как карантин в школах и все. Да, карантин в школах, может быть, там расширение каких-то мест в стационарах и все. Ага. То есть, в принципе, ну вот, дорогие зрители, если вы слышали слово метапневмовирус и боялись повторения истории 2020 года, мы понимаем, что это, по сути, просто простая простуда с очень сложным названием. Как говорится, не так страшен черт, как его малюет, мне кажется. Здесь очень подходит эта фраза. Татьяна, вам спасибо большое за такую просветительскую беседу, да, что, я думаю, для кого-то даже успокоили мы этой беседой, потому что мало ли, кто-то действительно мог переживать очень сильно. Вам желаю успехов в вашей работе и, конечно же, хорошего дня. Спасибо. Вот. Ну а говоря про респираторные заболевания, стоит уже учитывать, да, весна приближается к нам, несмотря на то, что пока что холодно, ну а весна — это, конечно, коварное время года, когда заболеваемость простой простудой и гриппом всегда увеличивается. Так что нужно всерьез заняться вопросом поддержки своего организма витаминами. Есть, кстати, отличный вариант совместить приятное с полезным. Речь идет о варенье, причем желательно домашнем. Сегодня как раз отмечается день этого лакомства. В варенье, несмотря на его десертные свойства, достаточно много витаминов, поэтому, если хочется сладкого, вместо конфет лучше поесть его. Кстати, многие писатели были сладкоежками. Вот, например, Александр Сергеевич Пушкин очень любил крыжовенное варенье. Иван Тургенев особую слабость питал к клубничному. Александр Блок с детства проводил каждое лето в усадьбе у своей бабушки. Ее любимым домашним делом было
приготовления варенья, чаще всего яблочного и сливового. Ну а далее расскажем о других памятных датах сегодняшнего дня. На календаре 7 февраля. Сегодня отмечают День российского бизнес-образования. По народному календарю Григорьев день, Григорий – весноуказатель. Говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Этот день в истории. В 1238 году в этот день монголо-татарские войска приступом взяли город Владимир. В 1568 году 7 февраля европейцами открыты Соломоновы острова. В 1795 году порт Хаджибей переименован в Одессу. А в 1863 году в этот день запатентован первый огнетушитель. В 2014 году открылись 12-е зимние Олимпийские игры в Сочи. В этот день родились Томас Мор, английский писатель, богослов, государственный деятель. Анна Иоанновна, российская императрица. Чарльз Диккенс, английский писатель. Владимир Маковский, русский художник-передвижник, академик. Петр Струве, русский философ, историк, общественный деятель. Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик. Именины отмечают Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор и Филипп. Ну, кстати, каждый из нас может стать причиной появления в календаре знаменательной даты, которая войдет в историю. Ну, никогда не знаешь, да, когда за углом тебя поджидает неожиданный успех. А чтобы быть готовым его поймать, нужно быть в тонусе. Для этого нужно взбодриться с самого утра, а в чем очень сильно помогает, конечно же, утренняя зарядка. Комплекс упражнений для вас покажем далее. Доброе утро! Пришло время для нашей утренней гимнастики. Поехали! Начинаем с разогрева. Поехали. Шаг, 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 шаг. Еще. Раз, два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бабочка. Раскрылись, закрылись. Раскрылись, закрылись. Приставной шаг. Слегка согнули колено. Еще. Один, два, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Выдох, 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 выдох. Сейчас мы будем переходить на протяжку. Готовы? 3, 2, 1. Поехали. Ручки вперед. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Закончили. 3, 2, 1. Поехали. Перекаты. Выдох. 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 Еще. Дышим. Тянем ручки вверх, плечо прожимаем вниз. Выдох, выдох, выдох. Продолжаем. 3, 2, 1. Закончили. Центр. Наклон. Тянемся. Колено прямое. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Еще. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Стоим. Удержание. 3, 2, 1. Подъем. Собрали ножки. Хорошо. И будем работать на мышцы брюшного пресса. Выдох, выдох, смена, выдох, 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 смена, выдох. Округляем спинку, сокращаем мышцы брюшного пресса. Выдох. Еще. Продолжаем. Дышим. Выдох, выдох. Еще, еще.
выдох, выдох. Продолжаем. Хороший темп. Выдох, выдох. 3, 2, 1. Крайний. Ножки широко. Вдох и выдох. Поехали. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Завершаем. Вдох. Выдох. Мы всем желаем отличного дня и хорошего настроения. До новых встреч. От упражнений переходим к еще одному важному утреннему процессу. Это, конечно же, завтрак. Сегодня поделимся с вами рецептом приготовления теплого салата. С учетом наличия в нем мяса он будет богат белком, а овощи и зелень добавят вам клетчатки, которая очень полезна для организма. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Лунев, я шеф-повар ресторана «Кабинет». И сегодня мы приготовим с вами теплый салат с говядиной, овощами в таком необычном соусе. Это будет сливочно-трюфельный соус. Салат будет состоять из кабачка, шампиньонов, предварительно обжаренной говядины на гриле, огурцы, помидоры, листья любого салата, соль, перец и паста из черного трюфеля. Для начала мы подготавливаем овощи для обжарки. Нарезаем кабачок такими шайбами. Напополам. Шампиньон свежий. Можно использовать консервированные шампиньоны, либо замороженные. У меня сегодня свежие. И нарезаем такими крупными сегментами. Помидоры черри. Я нарежу их просто на 4 части повдоль. А теперь можем приступать к обжарке. Разогреваем сковороду. Немного масла. Сковорода должна хорошо разогреться до легкого дыма. Сначала обжариваем шампиньоны и цукини. Овощи должны остаться полуготовыми, то есть они не должны быть мягкими, иначе у нас получится не салат, а тушеные овощи. Все, этого будет достаточно. Говядину. Говядину обжариваем буквально пару минут. Она должна сохранить сочность, мягкость. Черный и розовый перец, немного соли, сливки жирные. У меня это 34%. Самый главный ингредиент паста из черного трюфеля придаст невероятный мощный вкус нашему салату. Наша база для теплого салата готова. Мы обжарили овощи с мясом, сделали сливочный соус с трюфелем. Добавляем помидоры черри. Перемешиваем. Помидоры черри у нас будут слегка теплые. Салат должен получиться немного теплым. Огурец режем соломкой.
Теперь мы сервируем наш салат. На низ тарелки нашу базу. Свежий огурец, нарезанный соломкой. Листья салата. Сверху немного такой своеобразной шапочкой соус терияки. Немного сверху. Декорируем белым и черным кунжутом. Слайсами редиски. И микрозеленью. Наш теплый салат готов. Приятного аппетита! Но у некоторых людей в утреннем графике всегда присутствует знакомство с новостями. Оперативную информацию наши коллеги из информационной службы уже рассказали. Скоро они к нам опять вернутся. А сейчас узнаем о крупных и важных материалах, которые сегодня можно будет прочитать в газете «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко и информативно о самых интересных новостях главной газеты республики. 3 февраля стартовал отчет правительства Якутии об итогах деятельности за прошедший 2024 год. Мы познакомим вас с кратким отчетом исполнительных органов государственной власти, что же было сделано за год. Вы узнаете, чем жила республика, каких побед достигала, что сделано для жителей Якутии за этот период времени. Год назад в Якутске состоялось открытие республиканского онкологического диспансера. За год врачами-онкологами проделана огромная работа. Проделано множество операций, телемедицинских консультаций, выездов в районы республики, оказана своевременная помощь больным. Каких результатов добились врачи за год работы, читайте в нашем материале. Якутия – привлекательный для туризма регион. Это признают все. Нам есть что показать своим гостям. Как организовать туризм, как привлечь людей в наш регион, на что обратить внимание. Мнение ведущих экспертов страны в пятничном номере. Как живет небольшое село Намы Булунского района? Как жители сохраняют свои традиции, обычаи, изучают родной эвенкийский язык в материале корреспондента Анастасии Москвитиной. Ихтиолог в Якутии – редкая профессия, хотя в республике ихтиологией занимались вплоть до перестройки. Сейчас молодое поколение ученых практически с нуля возрождает академическую науку. Наш гость номера – ученый-ихтиолог отдела зоологических исследований Института биологии Евгений Иванов. В соцсетях жизнь бурлит и кипит. Что на этой неделе интересовало якутян? О чем они спорили? Что обсуждали? На что обратили внимание? В нашем обзоре. Читайте газету «Якутия» и будьте в курсе всех событий. До новых встреч! Ну, кстати, пятница – это же еще и отличное время, чтобы запланировать свои выходные. Если хотите провести, эти выходные, соответственно, прикоснувшись к искусству, отличным решением будет, конечно, посетить музей. Если вы об этом задумывались, то для вас расскажем о том, что можно увидеть в экспозиции Национального художественного музея республики. Рубрику «Музейный гид» в новом году мы открываем таким богатым, содержательным, масштабным видом изобразительного искусства – скульптурой. И ярким представителем этого вида является действительный член Академии духовности Республики Саха-Якутия, заслуженный художник России, член Союза художников России, лауреат Государственной премии имени Платона Аюнского Прокопьев Семен Кириллович, скульптор, художник. Уроженец Верхневилюйского улуса, поселка Магассы. Он окончил косторезное отделение Якутского художественного училища, а затем был Московский институт имени Сурикова, отделение скульптуры, класс профессора Льва Кербеля. И он продолжатель вот этой линии, такой монументальной, масштабной, этого великого мастера.
горожане, якутяне прекрасно знакомы с работами Семена Кирилловича Прокопьева. Это такие монументальные памятники общественным деятелям, академикам Черскому, Ларионову, епископу Иннокентьеву, Вениаминову, летчику Кузьмину и многим другим. И каждая работа этого автора, она притягательна, она интересна тем, что он обладает вот этим духом экспериментатора. У него такой дух свободы творчества. И в его работах прекрасно соединяется как современное, так и национальное. Каждый его образ, он глубоко национален. И работы разные, в разной манере, с разным материалом, с которым он прекрасно владеет. Какие-то более экспрессивные, какие-то более очень сдержанные, другие, напротив, так эстетически красивые и созерцательные. У нас в экспозиции постоянной представлено его произведение, выполненное в дереве, которое называется «Мать и ворон», датированное 1990 годом. На первый взгляд эта скульптура очень сдержана, но внутренний посыл энергетический очень мощный и очень сильный, я бы даже сказала, пронзительный. Где бы ни выставлялся автор, он всегда привлекал внимание на выставках любого уровня. И Национальный художественный музей очень гордится тем, что обладает такой большим объемом его произведений, потому что в каждом произведении этого автора сквозит смысл о том, что жизнь богата на проявления. Он говорит о философии жизни, о ее смысле. И ведь каждому человеку стоит это осознавать. Ну а в прошедшее воскресенье, 2 февраля, на нашем телеканале стартовал новый, 3-й по счету сезон проекта «Танцуй». В этот раз в танцевальном конкурсе участие принимает 6 пар, состоящих из профессиональных хореографов и любителей. Для большинства из них это первый опыт, и несмотря на страх и волнение, участники подарили всем настоящий праздник танца. Если вы пропустили первый эфир, не упустите возможность потанцевать в это воскресенье, 9 февраля. Вот, кстати, еще одна идея в копилку планов на наступающие выходные. А подробнее о проекте расскажет Катерина Винокурова. Представителей самых разных профессий вновь объединили танцы. Отрадно, что предыдущие 2 телесезона оставили впечатление и подтолкнули танцоров-любителей на участие в 3-м сезоне. Так наши телезрители увидели новые лица. Студент СФУ из Восточной Африки Рональд Амока, несмотря на языковой барьер, справился с поставленной задачей и образом благодаря своей партнерше, хореографу Розалии Волковой, с которой они наладили контакт на языке танца. Фитнес-тренеру Дмитрию Шаталову справиться с образом и волнением помог знакомый спортивный инвентарь, хитро задействованный в номере. Хотя танцевать и отжиматься одновременно не всем под силу. Еще одной спортсменке, участнице чемпионатов и турниров по бодибилдингу, Айталине Яковлевой, до последнего было непросто выучить плавные движения танца. Девушке куда привычнее качать железо.
Самый молодой участник проекта Алексей Баев. По всей вероятности, привык принимать вызовы. Алексей является участником СВО. Один воспитывает сына. Но, несмотря на сложности, остается легким и позитивным. Ему с партнершей, хореографом Анжеликой Даниловой выпал шанс открывать первый прямой эфир. Веронику Тамтосову телезрители канала «Якутия-24» узнают по голосу. Ведущая программы «Утро Якутии» совмещает с серьезной профессией адвоката, а в последнее время увлекается и танцами. Поэтому с большим интересом решила принять участие в проекте «Танцуй». Красивая молодая бабушка Ирина Росейкина давно хотела принять участие в нашем проекте. И, наконец, эту мечту Ирина воплотила. А как же ей повезло с партнером, опытным, харизматичным хореографом Афанасием Калачевым. А уже в это воскресенье, 9 февраля, танцевальные пары представят бальную программу. Ну а еще через неделю, 16 февраля, по результатам СМС-голосования, во время прямого эфира одна пара, к сожалению, покинет наш проект. До финала дойдет только 2 пары, одна из которых станет победителями по оценкам компетентного жюри, а вторую выберут наши телезрители. Что ж, уже 3-й сезон, это невероятно. И в первую очередь всегда в проекте «Танцуй», конечно, внимание к себе привлекают именно участники, которые находятся в статусе любителей. Хореография для них не профессиональная деятельность, но каждую неделю они представляют на суд жюри новый танец. И правильно говорят, да, все-таки, что талантливый человек, он талантлив во всем. И если ты с успехом справляешься со своими профессиональными обязанностями, ну, не зазорно попробовать себя и в новом начинании. Кстати, про профессии. Традиционно мы о них рассказываем. Мы рассказываем о людях в этих профессиях работающих. И сегодня узнаем о тонкостях работы секретаря судебного заседания. Задумывались ли вы когда-нибудь, как работает судебный процесс? Судья никогда не работает в одиночку. Как и в любой другой сфере, здесь важна командная работа. Сегодня мы поговорим о профессии, о которой, возможно, вы не задумывались, но она играет ключевую роль в судебной системе. Это секретарь судебного заседания. Меня зовут Анна, я секретарь судебного заседания. Окончила Российский государственный университет правосудия в 2022 году и сразу устроилась работать в арбитражный суд Республики Саха-Якутия. Я выбрала эту профессию, потому что с 8 класса загорелась эта идея и решила осуществить. Не пожалела. Со стороны может показаться, что офисная работа достаточно скучная, но на самом деле это не так. У нас очень дружный коллектив. День проходит очень быстро, весело, бывают интересные моменты, в целом позитивное настроение. Скучать в суде не приходится, признается Анна. Работы, правда, много, но процесс очень увлекательный. Хоть секретарь суда, как правило, и остается в тени, но на самом деле его роль крайне значима. В целом от работы аппарата суда зависит очень многое, начиная от оперативности, заканчивая высоким качеством исполнения задач, которые стоят в целом перед судом. Секретарь судебного заседания обязан подготовить дело к слушанию, обеспечить необходимые меры для вызова в суд лиц, участвующих в деле, например, путем направления повесток, передачи телефонограммы и прочее. Непосредственно в день слушания дела секретарь судебного заседания проверяет явку вызванных участников процесса, а также ведет протокол судебного заседания. При этом надо отметить, что его содержание должно быть максимально полным и достоверным, так что здесь очень важна внимательность и ответственность. Нужно обладать такими качествами, как грамотность, умение работать с законодательством, стрессоустойчивость, коммуникабельность, а также справляться с большим объемом информации. Профессия секретаря открывает множество возможностей для роста, ведь с опытом работы можно перейти на более высокие должности или даже стать судьей. А если вы вдруг задумались об этой профессии, то студентам юридических факультетов всегда можно пройти практику и проверить себя в деле. В период прохождения практики они уже могут определиться с будущей профессией. По всем вопросам, связанным с трудоустройством, можно обращаться к нам в отдел кадров и государственной службы. Все необходимые контакты указаны на официальном сайте суда.
Вот такая вот, казалось бы, нелегкая, но очень интересная работа. Если вы ищете интересную и значимую профессию, которая требует ответственности и внимательности, возможно, вам стоит задуматься о карьере именно в судебной системе. Ну а совсем скоро в нашей студии появится гость, с которым поговорим на тему использования англицизмов в нашей речи. Если вы являетесь постоянным зрителем, то, возможно, даже догадаетесь, кто это будет, но все проще можно будет узнать через пару минут. Сейчас прервемся на информацию от наших коллег из информационной службы, после чего вернемся. Продолжим говорить о самых заметных событиях к этому часу. В 2 раза увеличился тариф начисления пени просроченных платежей по капремонту. С 1 января этого года размер пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов рассчитывается на основании ставки Банка России. На текущий момент ключевая ставка составляет 21%. Ранее по расчете пени применялся фиксированный тариф 9,5% годовых. Фонд капитального ремонта Якутии настоятельно рекомендует своевременно вносить платежи. Напоминаем, что начисление пени начинается через 31 день после утвержденного срока оплаты взносов. Мы рекомендуем собственникам не накапливать задолженность и своевременно оплачивать взносы до 10 числа текущего месяца, следующего за предыдущим. Сумма собранных взносов напрямую влияет на проведение капитального ремонта в вашем доме. Проще всего оплачивать взносы на капитальный ремонт через наш сайт fondkr.ru. Нажать кнопку «Оплатить капремонт». Средства поступят мгновенно и без комиссии. Патологоанатомическое отделение Национального центра медицины проводит цитологические и гистологические исследования пациентов. Забор анализов проводится как прижизненно, так и посмертно. Цитологическая лаборатория отделения с помощью нового импортного и отечественного оборудования может проводить исследования на выявление рака шейки матки и молочной железы за считанные минуты. А результаты станут известны в течение часа. Патологоанатомическое отделение изучает биологический материал не только республиканской больницы номер 1, но и других больниц республики. Ничего страшного. Как известно, рак шейки матки в России занимает 5-е место среди онкологических заболеваний, а по смертности женской оно занимает 2-е место после рака шейки, рака молочной железы. И по этому поводу аппараты жидкостной цитологии, они как бы более информативны в плане диагностики. То, что может традиционный материал потерять, жидкостной не теряется. Можно повторить от одной женщины с одного приема несколько стекол сделать, если что-то не нравится, и использовать их в нескольких исследованиях, не только цитологическом. Год работы празднует Якутский республиканский онкологический диспансер. Это самый крупный и передовой объект здравоохранения не только в Якутии, но и на Дальнем Востоке и в Сибири. Как отмечают местные хирурги, в центре проводятся операции, которые доступны только у нас и в институтах федерального центра. Все благодаря современному оснащению диспансера. Положительные моменты отмечают и активисты движения «Антирак». По словам волонтеров, один из самых важных факторов выздоровления пациента – это положительный настрой. И именно этому способствует не только персонал центра, но и его оформление. А сейчас, конечно, это дворец. Это просто дворец. Это мы же все видели, в каких условиях это все было, да? И мы просто в восторге. В восторге от того, что вот люди, больные тяжелым диагнозом, да, они приходят в это светлое здание. Потому что даже одно здание, это вот эти светлые коридоры, врачи, молодых много, да, это оборудование шикарное, да, уже вселяют надежду о том, что не все потеряно, о том, что рак не приговор.
Мировые шедевры известного художника впервые на якутской земле. Глава Якутии лично поприветствовал заслуженного художника России, именитого скульптора Дашина Мдакова. В ходе встречи стороны поговорили о сходстве якутской и бурятской культур, рассмотрели вопросы, связанные с выставкой, а также обсудили планы на будущее. Напомним, организация выставки художника-графиста и скульптора стала возможным по личной договоренности Айсена Николаева и Дашина Мдакова во время проведения Восточного экономического форума в сентябре прошлого года. Мне повезло, что меня пригласили, я очень рад этому. И мы говорим о том, что, может быть, еще над каким-то проектом поработаем в будущем. Я слежу за то, что происходит в Якутии, и вижу просто, радуюсь то, что у вас происходит. Многие вещи просто у вас такие значительные, результаты. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире. Иностранные слова на вывесках магазинов, в рекламе и речи дикторов придется заменить на русскоязычные аналоги, а при их отсутствии писать кириллическими, кириллицей, да, проще говоря. Разобраться, что к чему, помогут новые государственные словари, которые опубликуют в ближайшие месяцы. И вот использовать англицизмы в обычной речи не запретят, не станут и перепридумывать технические термины вроде Wi-Fi или Bluetooth, чтобы окончательно не запутать людей, конечно же. И сегодня в нашей студии кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета Северо-Восточного федерального университета, ведущая рубрики «Говорим правильно» Анна Шкатуляк. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вот, тема действительно интересная. Очень. Потому что мы англицизмы, в принципе, используем часто достаточно в нашей речи. И вообще, как они влияют на развитие языка как такового? Во-первых, когда мы говорим о заимствованиях, в частности, об англицизмах, какое слово, да, я говорю всегда, это же замечательно. Это говорит о том, что между народами есть взаимодействие, есть контакт. Слово «контакт», кстати, тоже заимствование. И поэтому в любом случае и на протяжении всей истории развития русского языка появлялись заимствования. Одно дело, что в зависимости от того периода, какой был, заимствования были и то из одного языка, то из другого языка. Например, всем известно, что во времена татаро-монгольского ига появилось в русском языке очень много тюркизмов, к которым мы сейчас привыкли и даже не обращаем внимания на то, что они тюркизмы. Какой-то пример есть, хотя бы одно слово? Вот я очень люблю приводить такой пример, особенно студентам. Я говорю, а вы знаете, что в памятнике древней русской литературы слово о полку Игореве, которое вы все, конечно, прекрасно знаете, нет слова «лошадь». Догадайтесь, почему? Они, конечно, начинают чесать затылки, но я говорю, посмотрите в этимологическом словаре. И они выясняют, что слово «лошадь» такое привычное, такое знакомое, заимствование из тюркского языка. Вот такая вот история. Поэтому во времена Петра I, конечно, хлынули поток из голландского и немецкого, благодаря которых у нас есть такое замечательное слово, как, например, «штрих» или «штраф». Не очень приятное, но есть. Во времена 18-19 веков, когда культура носила такой светский характер, появилось очень много слов из французского, итальянского и испанского языков. Вот, кстати, хотя Китай такой близкий, хороший сосед России давний, оттуда единичные буквально заимствования. Например, нами любимое слово «чай» как раз китайского происхождения. Мне кажется, именно сама структура языка не позволяет сильно заимствовать. Скорее всего, да, нам не очень удобно. Вот проще с англицизмами. И, конечно, там тоже из слова составляется все просто. Да, конечно. И англицизмы, они как раз вот таким потоком мощным хлынули в 20 веке, когда вот, особенно с 50-х годов 20 века. Но вот в 50-х годах появились слова, которые скорее касались больше, не то что бытовой сферы, повседневной сферы. Например, появились любимые наши слова «джинсы». Вот я смотрю на вас, Павел, и слово «джинсы» сразу мне пришло на ум. Не менее любимое слово «шорты» или «мотель», например. А вот в 90-е годы, когда произошло такие глобальные социальные изменения в жизни нашей страны, то появились многие слова, которые, скажем так,
использовались для именования политической структуры. Ну, не было слова президент, например, и так далее. Ну, надо сказать, что вот когда мы говорим о англицизмах, как о заимствованиях, надо всегда все-таки думать, а почему мы их заимствуем? Здесь несколько причин есть. Первая причина — это как раз мы заимствуем то слово, которого в русском языке нет. Вместе с понятием, конечно. Ну вот президент нам нужен был. Ну не будем же мы там придумывать какое-то новое, когда вот есть готовое слово, и система тем более социально существует. Кроме того, вот мы сегодня смотрели с вами рецепт замечательного теплого салата. А в ингредиентах иностранное слово этого салата не было ни одного русского слова, кроме слова говядина. Вспоминайте, там были шампиньоны, кабачок, помидоры или томаты, огурцы, собственно, листья салата. С трюфелями что-то еще связано. Да, и был еще соус, по-моему, с трюфелями, да? Все слова к нам пришли из других языков. Ну, нам, если пришел продукт, то пришло, конечно, и слово. И еще одной причиной заимствования, в том числе и из английского языка, это уточнение значения. Вот, например, в 90-е годы прошлого века и в начале 20 века было очень популярно, 21 извините, века, да, было очень популярно слово «имидж». Сейчас мы как-то к нему привыкли и уже пообтерли с ним. Тогда это просто были дебаты, а нужно ли оно нам? А вот не может ли его заменить слово «образ»? Ну, вот слово «имидж», вот русский язык по Пушкину, он общежителен и переимчив. Слово «имидж» нам нужно для того, чтобы уточнить, что это не образ, который создался как бы так естественно, или это художественный образ. Его условно да, он его сформировал, или даже есть человек, который создает нарочито этот образ, поэтому имиджмейкер есть слово. В целом обмен словами — это нормальный такой процесс. А вот буквально в двух словах, да, вот говоря про историю, в какие века какие слова больше заимствовались, может быть, слышали, может быть, знаете, а есть ли в других языках случаи, когда, наоборот, с русского языка что-то забирают? Ну, конечно. Например, слово «спутник». Всем известное заимствование «спутник», который появился, ну, не как человек, который идет с тобой по пути, да, как космический объект, да, искусственный космический объект. То есть это слово русское, заимствованное из русского языка, используется в конечно, заимствование из русского языка, ну, единичные, так же, как у нас из китайского, да, но, тем не менее, они есть, безусловно. Ну, как бы не в одни ворота играется игра. Да, конечно, безусловно. Вот, а вообще, говоря про... Многие говорят, да, что заимствование зарубежных слов, оно как будто бы там уменьшает богатство нашего родного русского языка. Так ли это на самом деле, или же опять это все живой процесс, язык живой, он, наоборот, становится богаче за счет этого? Да, скорее я соглашусь с тем, что язык, наоборот, обогащается. Ну, конечно, во всем нужна мера и чувство, ну, внимания к собственному родному языку, да, не все замечательно то, что мы заимствуем, но на самом деле, вот видите, помните, мы с вами вспоминали слово, которое слово похоже вроде бы по значению русскому, но чуть-чуть отличается по значению. Таким образом, у слова появляется синоним. И синоним, то есть синоним такой, не который полностью дублирует значение, а имеет какой-то смысловой оттенок и необходимый оттенок смысла. Если бы он не был необходимым, то слово не было бы заимствовано. Вот я все время привожу в пример слово «Виктория». Ну, мы знаем, что Виктория – победа, но во времена Петра I слово «Виктория» прямо победу побеждала. А сейчас мы с вами практически никогда не используем слово «Виктория» в значении слова «победа». Мы используем «победа». Да, поэтому, наверное, вот какие-то иностранные слова, они постепенно уйдут из нашего обихода, из нашей речи, да. Вот и мне еще тоже интересно слово «вайб». Кстати, слово «вайб» было одним из лидеров прошлого года по частотности употребления. Вот почему слово «вайб» возникло? Англицизм, конечно, да. Оно возникло в 50-е годы вот с движением хиппи. Это было связано, потому что если настроение, то это может быть какого-то одного человека. А вайб это прям да, это вот масштабное. Да. Вот то, что мы говорим атмосфера, да, вот опять-таки конкретизация значения. Ну, Анна, времени эфирного, к сожалению, как всегда, нам не хватает на эту интересную беседу. Благо, есть всегда возможность в рубрике «Говорим правильно» рассказать еще подробнее и, возможно, к теме англицизмов вернуться. Обязательно. Вам желаю хорошего дня, отличного настроения на сегодняшний день. А мы, завершая эфир, хотим сказать, что хорошая была неделя, началась с хорошей новостью о победе двух наших телепроектов в премии «Страна». В числе них «Музыкальный вечер», и вот одно из выступлений этой программы посмотрим сегодня. А вам хорошего дня.
Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки 3 ночи, 3 дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, думай, родная, всегда обо мне. Из-под небесья мне виден милый твой профиль в огне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где